Всем привет! Я сегодня на Беркуте. Решила поснимать для вас такую красоту. Смотрите. Это ряд на краю автостанции. Девочки, какие тут цены? Цены какие? 400. Все любые, да? 1500. Смотрите, как красиво. А какие? Как они называются? Поскольку? По 900 продавала, так за 500. Большие пустые. Девочки, вышла просто, чтобы отвлечься. Погода меняется, с утра болит голова, ничего не помогает. И думаю, ладно, назло самой себе выйду. Хотя бы на Беркут. И заодно сниму для вас вот такую красоту. Это искусственное? Нет. Это тоже естественное. Не надо тебе, не надо. Смотрите, откуда я иду. Вот ряд. Вот там 111. Здесь вот эти трубы, а там сзади автостанция. Надеюсь, все поняли. Я просто пройдусь, особо цены не буду спрашивать, потому что брать я ничего не буду. У меня своего добра полно дома. Юбка разрослась, уже и дарила родственникам всем. Курму хотела спросить сейчас. Девочки, вот эта маленькая юбка с невзрачными листочками по 2000. Это тоже красивое растение. Я столько бесплатно отдаю. Но эти прям уже пожухли на солнце. А вот так красиво. Очень все. Вышло, чтобы голова не болела. Так, ребенок орет. Уже они ушли и все равно. И эти? Нет, так ли эти? Цена, я говорю, какие 400 из них? 400. Какую цену? Возмущаться, води, хаба, зарюх, югмах, уса, эрду, бита, эрду. Сейчас посмотрим. Семейка Лёля. А груши по сколько? Груши по сколько? Вот это и сливы у нас было много рядом с домом. Все убрали. Очень, девочки, и цветы, и продукты все вместе продают. Это не семеринка случайно? Нет, это не пойму, дикая груша. Да. И по сколько? 100 рублей. Так, сейчас там вам покажу яблоки. Не сказать, чтобы прям выбор цветов. Яблоки Серженюка по 40 рублей сказали. Вот такой красивый перчик тут. Я вам сразу с двух сторон показываю. То здесь, то на той стороне. Веники на улице, которые не подметают. Не помню, как они на чеченском называются. Так.
Яблоки мама уже взяла. А помидоры, огурцы по сколько? 80 и он. Ага, сливки. 130. Чуть-чуть, конечно. Нара 150. Нерш или помидор, что говоришь? Нерш 130, помидор 180. Ага. Родовый 150. Ага. Вместе. Хорошо. Наказываю крупный чеснок. А там слива, груша, яблоко. А сливы почем? Сливы 100 рублей, и 120 и 100 рублей. 50 груша 100. Слышите цены, девочки? Вместе я учаю много. А. Ну, хотя я ухожу сейчас, поснимаю. Да, посмотрю. Девочки, товара очень много. Дядик, да. Эти по сколько баночки? Орешки. Девочки, орехи вот эти белые, светлые, по 600 рублей баночка. Ну, конечно, у них и аренда дорогая. Крупные яблоки, кто любит. Главное, у нас есть во дворе яблоки, я их вообще не люблю. А да их много. Инжирчик. Это В общем, девочки, были бы деньги, здесь есть все. 200 рублей. 850 рублей. Посмотрите, как малина подорожала. Я по 100 рублей брала. Вкусом, Вот этот кизил мне нравится, крупный. 850 рублей ведро. В общем, в этом году ничего я не солила, не закатывала. Мама несколько банок варенья и компота сделала из того, что у нас пропадало, и все. Наверное, сейчас опять меня не будет слышно, я на улице. Какой цвет красивый. Сколько такие цветы? Вот эти и вот эти. Красивые. Сегодня, наверное, какие-то магнитные бури. Маршрут приехала. Многие люди жаловались. Вот красиво все, да? Тут туда было. Говорят, надо говорить машалла, чтобы не сглазить. По 1700 и эти гортензии. Так, орешки. И крупная груша по 100, и там мелкая тоже по 100. Я не знаю, какая вкуснее будет. Смотрите, какие красивые яблоки. Надо до зимы маме купить. Но она любит семеринку, и ей надо самой все выбирать. А так я бы вот эти купила бы красивые. Девочки, я там купила груши маме, виноград и сливы. Положила у этой женщины. Дома вам покажу распаковку. Чувствую, пакетов у меня будет много сегодня. Надо еще хлеб купить и булочки. Подошла сегодня к одной хлеб покупать. Я еще удивилась. Везде крик, шум и гам. Ужас. Шутят и некрасиво. Посмотрите, как подорожали помидоры. Да? Уже, наверное, на засолку людям поздно покупать.
По сколько виноград? 100 рублей. Малина по сколько? 350 килограмм. А здесь килограмм эта штука? Нет, Меньше, 2 лукошка да? бывает килограмм. А. Тут в этом шуме ничего не расскажешь, девочки. Инжира в этом году, видимо, много, урожай. Но у нас в огороде чуть-чуть есть. Я по чуть-чуть кушаю. Вот эти корзины по сколько? А? Ага. А маленькие? Вот этот же сорт у нас. Михалюлю. Девочки, вон там сзади автостанция, мебель, техносклад. Это чтобы вы ориентировались. А вот здесь этот ряд, где продают цветы и саженцы. Сейчас я доснимаю, заберу свои покупки, кое-что докуплю и поеду домой. Голова чуть-чуть прошла. Вот тут тоже продуктовый ряд. Давно я здесь не была. Красивые помидоры. Сносит. У нас на РТС вообще ужас бывает. Облепиха тоже, наверное, по 100 рублей. У нас до сих пор замороженная есть где-то. Говорят, черника по 1200. А красная тоже? Ну, тоже черника? Я сама все названия забыла. Килограмм. Брусника. Девочки, пошла я почти домой с пакетами. На углу кого-нибудь оставлю. Пойду куплю маме черный хлеб. Девочки, у меня большой пакет, тяжелый получился. Хотя я по чуть-чуть маме взяла фруктов. Ну и себе любимые, конечно. Так что вряд ли я буду ходить по Беркуту. Сейчас тут ближе к вечеру ажиотаж начнется. Я хочу, кому интересно, показать ряд просто. У меня уже много пакетов, поэтому поеду сразу домой. Наш 111 маршрут здесь останавливается. И семерка, и разные. Это наш Беркут. Историю с хлебом расскажу вечером. Там сегодня другая продавщица и какая-то очень нервная бабуля, обидчивая. Хотя я наоборот сказала: не обижайтесь, вам не идет на чеченском. Бабуля обиделась, что ей 70 лет, зачем ты мне так говоришь и все такое. Но вроде нормально все сейчас.